Ну, хороший футбол сегодня команда показали, интересные голы. Мы провели 2 разных тайма. Это, скорее всего, объясняется психологией. Первый гол сегодня он сыграл Максим Шишло в воротах. Все-таки действовал он не совсем уверенно на выходах и передавалась нервозность линии обороны, поэтому несколько была такая вот нервная игра сзади. Так в целом неожиданно сломал Серега Бурганский, а так в целом отдача ребят и настроенная игру. Лобби показал хороший футбол во втором тайме. Хорошая команда, может быть. Счастье сегодня было на нашей стороне. Спасибо. Вопросы? Если рассуждать в этом матче не с точки зрения результата, он, конечно, вас устраивает, а все-таки вот по зрелищности, по качеству игры, по грубости, которая сегодня была на поле, вот ваше мнение все-таки, чем? Ну, во-первых, хороший был футбол, такой должен быть футбол. Я там грубости особо не заметил, вообще области не было, но как вы хотели, чтобы... Это же не балеты. Хорошо играли, дрались, по-хорошему, если, в общем-то, хорошая борьба была, которой нам в чемпионате, к сожалению, не всегда хватает. Был хороший настрой, никто не хотел уступать, и, в общем-то, ребята и Гомеля, и Гродно, они по-мужски сражались, были стычки, эмоциональные люди, поэтому этим и хороший футбол. Вот. Что касается игры, первый тайм мы провели неплохо, забили 3 мяча, вот, последний гол в концовке, он был необязательный. И опять же, говорил, очень хорошо у вас слева сыграл Антон Шламченко. Мы не сумели вовремя перестроиться на правом фланге, он все-таки обыгрывал иногда Лешко 1 в 1, поэтому не было помощи. Поэтому получилось так, что получилось, что первый матч для старта чемпионата, он был достаточно качественный. Бывало хуже, то есть надо игр там 5-6, чтобы вкатиться в чемпионат. Поэтому первая игра оставила у меня, первый тайм, я больше даже сказал, хорошее впечатление, но остальное мы будем корректировать, поправлять и готовиться дальше. Все-таки в первых матчах это важно набирать очки, а дальше уже какие-то моменты будем шлифовать и делать. Повторюсь, Гомель во втором тайме хорошо играл и заслуживает хороших слов и уважения в той игре, которую он продемонстрировал. Спасибо. Еще вопросы? Игорь Николаевич, по Павлу Забелину совершили обратную замену. Что-то? Ну, вы видели, он не вошел вообще в игру раз. Во-вторых, конечно, я не приветствую, когда вот они ходят в этих бусах, как будто какой-то, не знаю, вышел человек в чешках, 5 раз споткнулся, что-то не видел поля какое, 10 раз упал. Конечно, тяжело входить в такие игры, но надо входить, поэтому эта замена была как бы, ну, по ситуации. Гомель активно действовал, мы поменяли Леху Личилина, он немножко устал, и Паша, чтобы освежить, проигрывал борьбу к 77-му номеру, в общем-то, поэтому нам надо была свежая сила, чтобы хоть как-то зацепиться за мяч. Я думаю, он сделает правильный вывод, конечно, не согласен, чтобы люди уходили и знают, что мокрое поле и спотыкались на ровном месте. Ну, здесь много говорить, как говорится, не буду. Атаковали, но, к сожалению, проиграли. Ну, в футболе бывает и такое. Гродно, на мой взгляд, привезло с собой старика Хатабыча. В наши ворота, по-моему, было всего 3 удара, и 3 закончилось голами. Ну, во втором тайме вообще-то, по-моему, Гродно ни одного раза центр поля не перешло. Поэтому при таком огромном преимуществе, конечно же, хотелось добиться победы. Но с другой стороны, порадовали людей, хоть это и слабое утешение, ну, хорошей, красивой атакующей игрой порадовали болельщиков.